Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые зрители. Мы с вами находимся на территории сквера. Здесь большой объект, мемориальный комплекс. Он посвящен памяти правоохранителям, которые погибли в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Здесь совмещена мемориальная сторона двух событий, двух периодов. Одно это то, что черная полоса 90-х, нулевых. Вторая часть это сталинский геноцид чеченского народа, попытка уничтожения чеченской цивилизации как таковой. Вот, собственно, эти камни, надгробия, они в период, когда чеченцы были высланы из своих родных земель, эти кладбища были ликвидированы. Эти надгробия, они как минимум до революционного периода. Но в основном, когда смотришь и переводишь с арабского цифры, то выходит 19 век. Узоры, орнаменты, петроглифы, которые изображены на этих надгробиях, свидетельствуют о глубокой, очень большой культурной составляющей чеченского народа, потому что такие сакральные знаки, такие элементы, которые несут большие посылы, они не могут быть изображены на надгробиях представителей той нации, которая не имеет серьезной культуры. Вот. Если развернуто говорить по каждому надгробию, это займет очень много времени. Это целая научная работа, которая будет составлять тома. Но так бегло постараюсь познакомить вас с некоторыми элементами. Вот, допустим, возьмем вот это надгробие. Это чисто чеченский орнамент. Вот посередине. Вот узоры. Это аутентичные чеченские узоры. Вот наша культура. У чеченцев всегда могилы предков, это всегда это было тем, что неким порталом, который соединял существующее поколение с прошлым поколением, предыдущим, и посещение могил, приходить на кладбище, делать за предков мольбу, просить за них, ухаживать за могилами, это, можно сказать, культ такой здоровый и такой потенциально полезный культ, который способствует тому, что из поколения в поколение традиции они продолжали существовать, и передача, она из поколения в поколение, из генерации в генерацию шла непрерывно. Это просто бесподобно. Это просто бесподобно. Вот это мужчина, это патронташник, это элементы сверху его одежды. Опять-таки мы видим петроглиф чеченский. Вот. Это женщина. Это элементы женской одежды. Просто бесподобно. Это те вещи, те элементы, которые принадлежат именно нам. И это наша особенность, уникальность наша. И надо обращать внимание на эти петроглифы, надо охранять это все, наше достояние культурное и в горах, и в городе, и ценить это все. Вот в этих изображениях, в этих петроглифах, в этих узорах идут посылы, сообщения от наших предков, которые говорят нам с загробного мира,
что какими они были, какими серьезными они были, какими они были высокими в плане их культуры, в плане их отваги, в плане других благодетелей, добродетелей, всех качеств, присущих исконно чеченцам. Поэтому чтите нашу культуру, чтите нашу историю. Вот такая вот красивая история у нас. Хоть и это надгробные плиты, вот, есть, конечно, в этом доля скорби, грусти, тем более то, что вот эти плиты, я вначале забыл упомянуть в свете того, что я начал со сталинского гнета и геноцида, то что эти плиты в большинстве своем после ликвидации кладбищ, они куда-то применялись, совсем неприемлемые какие-то объекты, фундаменты всяких ферм и так далее, и так далее. Потом чеченцы, когда по воле Всевышнего вернулись на свою исконную землю, вот, это все было изъято, и вот здесь они уже в таком месте, где им почет, и это специальное место, где люди могут посещать и оказывать свое уважение, демонстрировать свое уважение своей культуре, памяти предков. Вот. Всем всего хорошего, всего доброго. С вами был канал Гид по Грозному. До новых встреч.